مثل إنديش بالكافكاس نعرفين شو مو تدوت دين صديش ليه ده مدر. Да, Дин, в тех же именно откуда это все инициируется, там же на Лубянке вот у них Тигр из Сацдаешь, Тигр из Сацда, Хуза уже ответ, какой-то реакция, хилье зарядца, все это уже перестает быть нашей проблемой. И именно вот там это надо на корню остановить, чтобы это в наше общество. Даже 1500-ю мечеть открыли. Вы тут говорите 1400, там туда. 1500-ю мечеть открыли чеченцам. Вот этот русский Да, официально оккупационный режим. объявили они вчера цифру. Последняя мечеть 1500 уже. Представь, как бы по логике, да, там, это должно было вот сейчас такое произойти. Ничего себе, 1500-ю построили. Вот сейчас заживем. Вот сейчас мы заживем. Сейчас уже как бы все у нас наладилось. Вот как будто бы вот создав вот это вот новую какое-то место, где будут там людей вербовать, как будто бы от этого у нас как бы в республике вообще наш народ, в нем что-то позитивное произойдет и ситуация начнет изменяться к лучшему. Вот построили 1500-ю мечеть, смотрите. Да, еще это самое, не критикуйте религию, там, оставьте религию в покое. А как ее оставлять в покое, когда она тебя, короче, держит в ежовых рукавицах, управляет твоей судьбой, и как бы, я не знаю, короче говоря, ты как бы животное в цирке, как тебя, так ты и будешь действовать, потому что система наладить по всей Чечне, по Чеченской республике. Поэтому не обсуждать и не говорить об этом невозможно просто. Если ты не говорить, то ты сам становишься из их числа. Да, потом здесь, на Западе, сажают вот этих хороших русских, там Тумцо, Абдурахманов, всяких Яшин, Янгулбаевы. И все эти хорошие русские там начинают, включая этого бывшего, один из 7 или Арабская 8 культура путинский приближенный. и арабизация народа. Как его? Себя. То есть священные места только у арабов. Ну, короче, все вот эти хорошие русские, один голос садятся и начинают сказывать там. Власти Кадырова там мечеть построили, власти Кадырова сбили самолет, власти Кадырова, какие-то власти Кадырова, оказывается, у нас. То есть все, что русские там через своего пехотинца Кадырова приводят в жизнь, эти здесь сидят, хорошие русские, оправдывают свой русский мир, который ответственен за все эти преступления, за то, что там происходит. Его как бы оправдывают, нагоняют, как говорится. И вместо этого, как вот это придуманную, надуманную, высосанную из пальца какая-то власть Кадырова там, вот видите, устанавливает мечети, сбивает самолеты, ПВО там, я не знаю, оказывается, гороховое. О, Дон Богча к нам пришел. Ва алейна ва алейкум ассалам ва рахматуллахи. Шейх, вы что-то вас давно не видно. Как у вас там? Шариат установили уже?
Закаевский обон там показывают, Украины, возрождается. Шиш Анни есть такой. Дон Бохча. Прокомментируйте. Ну, бисмилля, Дон Бохча, прокомментируйте. Маршал Дума Сага. Он, наверное, только запись сделал. Рискали еще чуша боссов. Губора. Рискали ще босса на волчем тыду. Он, по-моему, деньги считает сейчас. Сюда надо передать украинцам вот эти свои батальоны всякие там исламистские, я не знаю. Если они хорошие исламистские, то пускай хорошие, это как бы не мешает. Просто было бы по-честному, если бы их не приклеивали бы к чеченцам, к Ичкерии, потому что Bonjour à tous, je vais parler mon строители drôle de исламского français parce государства, qu'il est это nécessaire как бы d'exprimer des choses. и Ичкерия для них Malheureusement, la это République tchétchène, comme je национальное parlais la semaine образование. dernière avec Национальное le journal образование Ouest это France, в la République понимании tchétchène, après l'occupation par la Russie, n'est évoquée политисламистов que sous une forme criminelle. такое Enlèvement, понятие torture, называется тагут, exécution тагут. extrajudiciaire. Je suis venue en France parce que j'ai Переводит appris à такую lire et роль écrire en сразу. français en Grozny et bien Ну, sûr j'ai connu ересь, cet то есть pays par la littérature, когда par la наравне с musique, Богом, etc. с божественным Nous avons été законом acceptés par une famille ставятся tchétchène, какие-то comme si nous étions leurs proches. людские законы, Monsieur Hamzat et sa устанавливаются, femme и Oza. это сразу входит в конфликт с божественным. Вот это вот уже, если ты выбираешь, ставишь выше какие-то законы, которые люди придумали, а не другие люди, которые говорят, что этот закон от Бога, ну, в скобках, то это является как бы неприемлемым и неугодным для Бога. Вот как-то так. Так что Ичкерию вот прилепливать к этому. Если хороший ИГИЛ, хорошие там исламисты, хорошие джихадисты, ну тогда хорошо для Украины. Плохие – плохо. А вот зачем потом вот эту вот, как это правильно ее даже назвать, ну эту среду, потом ее приклеивать к чеченскому государству, к чеченскому народу. Я считаю, что это нечестно вообще. И вообще я считаю дебилизмом использовать то, что русский продукт. То есть, повторяюсь, единственная нация, единственный народ, который стремится вылезти из-под вот этого русского заложничества, наложничества, как угодно, из-под русской неволи, и который как бы положил на этом 300 тысяч жертв, и взять именно тот механизм, который русские, чтобы подавить и победить этот народ, использовали, и взять этот механизм и его продолжить. И я не пойму, вот это, что там за логика, кто там думает, чем эти люди думают. Просто тупо взять и русский вот это проект, его продолжить, как бы ставя печать. Вот действительно, я полностью ставлю печать, подтверждаю, что вот этот вот русский проект, который они преподносят как чеченцы, там международные террористы, исламисты,
люди, которым нет никакого интереса ни с государством, это бандиты, там туда-сюда, взять и вот это продолжать, как бы ставить на этом печать, и потом пытаться какую-то пользу из этого извлечь. Просто из-за того, что, по всей видимости, там сказали, там, типа, вот эти исламисты, их надо с кадыровцами лбами противопоставить. Так это и есть русская программа. Они создали и кадыровцев, и исламистов, и ставили их лбами, противопоставили друг с другом, чтобы наше государство полностью под себя поджать. Там нового же ничего не придумано. И взять вот это вот их и продолжать, и пойти, и пытаться найти в этом какую-то пользу. Илюха, у нас сегодня праздник. Ты в курсе? Ханука Мяцис? Нет, 1500-я мечеть заработала. Ну это как Ханука со совместительно в царе получается. 1500 мечей. Хуэлэр, а? Да, Сиаланду, ну, Таган отмечаем праздник. Сегодня отмечаем 1500-я мечеть. Мы спасены. Все, теперь на нас не сойдет благодать. Снизойдет. Междик. Примерно расход вещей 1500 мял примерно рассчитать тысячи, плюс-минус, да. Собадык дейт, что слабо у этом деле. Эту Междик штич имам штич лама штич том хабир бути чубохш ЛГБТшниш мумабар кадирос. Там есть того чувasti, что он подсобился. Ну, что, дрессировать бирбу, там ты было. Тесла, отменить да, ЛГБТшник. Хуэлэр, а? Трампу отменить бина ЛГБТшник. Юахахинц ЛГБТ, джихади смысл потерялся. Трамп сказал, что только два пола будет в Америке, женский и мужской, и все. а войско, если распустить на 2 штаты, Ну да, смысл джихада, ЛГБТ джихада потерялся теперь. Не знаем, что они будут делать. и в этом Autobusları disteli tam eder Tesla. Sana wasnu tam albar. Hosa gezgu bar hosan tabata kiyatçı bar hay qaldoş. Qiyatam boştaki alahsun boş marka disteli yani. Ta gezbu oman tabata kiyatçı çişt. Boş marka al boş. Бой, кетче себе собрать побьешь, борешь сам нет ты. Бам ишта хир бу аты гоч, хир мадати ой тысячи сага, изер сага. Жувани ишта. Социальный, самым скромным метик занимать тешь. Tu قال لك دقص قال لك اشتغل احبار tu قال لك Скажи, работаем уже над этим. Работайте, братья, бой.
Пауз махали, ты весь стрелца. ويت دا работает царь душун хазнерсан что работает хазнерсан карлюкс будешь от волка вы умоться да Против нас работает Баха. да работает усиленно 24/7 бабьяш слышал. Есть спонсор финансирования, безопасности, условия работы покруче. Что тут в Европе, что там понасадили этих мини-шейхов, макси-шейхов и работают. Aşağıda bu sergi Tesla kıbeş bıçağı bol sergi. Ederiz akçuz ladyo şawe samar hava tuğçkana sapoyas zarahtiçi ve ditser astor dik dağ бурдер алгыцун саалхе затем или государственное устройство или не мухухиячун да чего что ёпедил хата хач уголовное право повестка задать чор мел уж мелкие ты заранее повестка задать чи дицер оживленный херду алхисон мухет Кайчума цанауман уэлэ кару чумат религиозно чума чия чабу кварто цэт абе ханко духару чуна цэк хау чуна масера Нис баз, да, штрильш диктаруют тем хума подкинуть яшишь. Актуально. hayır Да, ne да, tamam. doğru ne şudur şu anda resel tak tema повестка задать яш так надо hiç dikkat alхисон Ну, да, что нога сам подсобить, да, это был, что тем хумку еще тоже, ну, да. Ем там заявлено как бы тем хую и бойца, да что, имеешь дикши, как бы как это влияет потом перед всем миром или да. Юх, разница, устоящие движения, как бы политику чуть-чуть они сейчас меняют. Оказывается, Кунт Хаджи, Бану Хашим, Хайлах, это как раз то, что говорил Сосветлинский, какие бы вы чеченцы, ингуши крутые не были, круче, чем у Бану Хашим, у вас не будет. И мы как раз там разбирали, какого тейпа был там, Хаджи какого тейпа был, Ауда там. Сейчас они там другую повестку как раз, ну, видимо, или совпало, я не знаю, там повестку задают и говорят, что Хаджи святой, он оказывается араб, Бану Хашим, и потомок, прямой потомок Али, сподвижника пророка, его двоюродного брата. она али последователь шиичбат Дело, не знаю, я в этом не разбираюсь как бы хорошо, потому что там одни одно говорят, другие другое. Короче, у нас... Потомки Али это шииты, и их поддерживают шииты. У Али было 2 сына, Хасана, Хусейна. У Хусейна где-то 6 было. Шииты это скорее не потомки Али, так неправильно сказать, а люди, которые за преемственность
родственную преемственность власти были. То есть после смерти пророка его щит, как самый ближайший его родственник, типа должен был занять трон, и вот на этой почве типа рассказ там будет. То есть сторонники сделать из Али халифа стали называться шиитами, а вот эти Муавия, короче, которые сторонники вообще не по родственным связям халифа, из-за суннитику. То есть это вот в этом типа когда это произошло разделение, может, скорее всего, это тоже не мифологизируем Харду и Бахардасти, скорее всего, но официально как бы лейтмотив, шииты. Это. Потом они из этого Али стали делать как бы, чем дальше шиизировались, скажем так, в кавычках, тем больше Али становился крутой фигурой, короче. То есть и в конце концов современные шииты уже считают, что вот этот ангел Джабраил спутал случайно и к Мухаммеду обратился, хотя по логике он был изначально он был послан к Али и должен был из него как бы пейхмар делать. То есть işte экстрим и качу уже. Не все, конечно, но скажем так. Valeriotto. Саца Ибрahim Шихатер Полдевла, Суман и Хитсо, и официально уровень Гуцедекнев, Бану Юсханер Рубу Шашмадали, официально и Дакар Гудуце, и Хундинатар, Ака Шох, Бану Хашим, Сатилинский, и Тунхум Али Шуфуй. Да, إذا ميستو بنو خاشم خير نجمع كله ويسكوا بيكرا Tesla هاي ألشنا أكتسيات ولسو هنتي مالكش دهناي قلدل دهناي نوتسادان متاعي يو دا يخش خليزة دالني قلدل يخشني خوش سخلت يشا دحيا يوتشن يو نيس بيوتش دوتي خوش أين يخشني خوش سخلت قلدل يخشني تا دال خديش ما خليت قلدل خليها يو يخش حيخم بيش Дом много хейтных жил, оказывается. Нет, тут же как это, сохранить лицо свое, что обычно государство в таких случаях. Так, ну раз уже так получилось, давай к нему, Али, что дальше. Я не могу за шиитов отвечать, почему у них вот это такая версия. Логично, да, если один ошибся, то не с тобой, там другой был, уже ее держишь, понимаете, и так. Ну, как государственная система, которая не может считать себя неправой, то есть не может признать ошибку. Tesla отбудат судит яшхулк дели маликш галдел садел. Уже люди судят о них уже. Представьте, отмо судит яшхулк дел маликш галдел садел актурх. И отмо мял чамбач ген дахуштуй. Люди судят уже галдел садел сами вари. Все-таки нарратив Маяти, на самом деле шииты отделили, чтобы не попасть под власть этих, то есть от арабов как-то изолироваться. То есть собственной идеологии есть закон, чтобы их идеология не правила тобой. Как турки придумали суфизм, скажем так, так и шииты, иранцы придумали шиизм, чтобы арабская идеология их не поглотила. То есть цель, а то, что он там нелогичное, ну, арабское тоже далеко не логично. Как бы ее компромисс, совсем избавиться уже не получится, ты находишься в плену чужой идеологии. Давайте тогда ее одомашним и противоставим той изначальной. Soon was in the time the Hala Wahbish Bubohi, the Lil Mungstata, if the in Sarin Zayli and the Yasin, the Hawa
أربو هوارين نوصي كويت اللي أربو ما تقولش نواتن شن حاجة كأي نقول واتن ورد إيه واحد بيس حال خل بقوا شيء هوشي تا tipo أبدني يجسن إشتاسوس قصون في الوقت ده تنقية برتخل شيء ده под русским флагом шауд объединить. ده Шукра. Кстати, Афганистан и Пакистан не он балмекшо, причем очень большой. Уже несколько столкновений произошло. И обычно исламские государства, Адмацаай, они не могут не воевать. То есть только это дело времени, что они начнут, короче, какое-то вторжение, атаку следующую. То есть они уже судьбой просто им предначертано вести какую-то войну. Короче, и, конечно же, проиграть как ИГИЛ. الناس بالجات بوستر سام زايدا صاحب دويلا سلام напрягом киевицы говорю сейчас я считаю Талибы уже 10 тысяч на границе, даже дивизию целую уже Гулаина, напали, отобрали какой-то городок у пакистанцев. Пакистанцы отбомбились по какой-то афганской, короче, тоже по афганской какой-то цели. Эти вот местку взяли деревню, в общем, там был мегацель, хотя я не знаю. Они, Афганистан, как бы снова хаос, заинтересованы в Средней Азии, в Таджикистане, Узбекистан особенно. Потому что Афганистан решил выкопать канал почти 300 километров доходов, чтобы себя накормить, то есть решение им. И Амур-Дарьячу, Хиду, и забирать Тивду. В результате Узбекистан и Таджикистан, Тигаха, Хикезблурду, им придется жестко, короче, на это воду экономить. И канал уже они будешь, но поскольку Афганистан, понятное дело, это талибский и мои, и канал очень нормальное ограждение, бетонные, что это ешь в песок, да, бьют, что ну разлиться, запал, хилаться, канал, первый он козло, да, ходил, бахан царя, ши инженер, которые этим всем заправляли, и ши на царь, и что, короче, курс бусига, что-то может начаться такое. Плюс еще они считают, что Иран, территории, иранские территории Шейлоршу, это не национальное государство, исламское государство мои, Имарат мои. То есть они считают свои государства, своей территории, то, что находится на западе, на востоке, вернее, Ирана, то из-за шей территории Шуцар, а Пакистане территории Шейлу, Шуцар и Шашпол, Пуштун Шашпол. То есть они даже себе границы такие нарисовали. То есть это понятное дело, что с американским оружием эти обезьяны рано или поздно начнут свою исламскую войну. до себя солнце будет хвататься могу Шварцовый, звук чего слабый. и солнце будет хвататься могу и герзы санатура бьются в любом случае. Да, выхабиш мобат, а то амлюш, потому что они не могут не успокоиться, пока джихад диметик не найдут. Теперь фишки, вечная война.
Бусул на воша, то анда шулта. Конечно, ты же не видел, как в Игиле они друг с другом рубились. Vela هو لاعي سيجاد وانده جوا عندي عبارة يدخل проповедник шват Теслен زان بعد دقيقة وانبو Не, бабахам вот наоборот, джихад это милость Аллаха. Вот сильнее. Хилезах тебе желание тебе на бог уже так. ده يزبط نو ده يزبط تسلا أهل جهاد سويتوي هم جو دزدوي تخيوق يا جماعة عبول شاري هم هو شكول يعدي عشنا باتلوش سار أحيخ مبوي سام حيخ بين دوتش مدرت يا شيء قديت مسيروب شي حيقل ده شو خاينك قد قشودو شو سار خاينك حيخ بيحشوك بوچنا هو ألر سار يتوان بالشم سار سار بالت ألر سار يتوان جهاد سوخت لشدو حن هنا سوخت ده لش دات شي دوق بيش لشدو شخي تخلو شو شابوخش إدي تورزه إتوان بالش داديلك مالك ساشخي تخلو شوات دامي چالوچ قربرتي بوخش ديل شدو مالك سوخت دي ستانيا يودلج وش دوق بيش بولدان شندل دو سوخت ديش إشت سيتواتي خواترك تاني شاين عيط يحكي تناغن قاتي غيرتي قلت Ну, مو بعرف المزايف بوش بوات اشتغيل تمسكنش مبويش تبوسو نفسش ده هم داتي اشتغيل هم نشمعي ومسو إبراهيم أوكر خزلة كودو بخبل نح بات إيه من الترك إيه توان يرسو إيه سأغال ركيت شتوعت رينا تنتحبها للبنية تيش تي ديزل مسو اكتيا بربر شون دك دوخي دوك إتبات ركيت شتوع أك هرش بوكي توام ده تو ستيس بول هرش داغستان شولي الخن بحند الغاس كشتين بولي أك سيديش بلوجين يقتك ساريت كي جروب بيركسي قايش نو شوح وجه مسيت ولا زودري برش لزينش كريدور شوح بيحكن بو أك آي واي ما يقش كروتشي أك وانقصو أك إتليش يشول شو وايشت يتيدك لخيش أك سو حنوت بيروتشي هاد جيخاد دوي داخل أسبوع بات سوكر أخت إيقو ورخي مدات تحنك إيد وانقصو دوح العشوش تيدي يشبلوجينيو تيدل إشتحاج شي جروب ويوتك أول شو شيء مردوي واي تيات ورقصو هر نحتو مو ببوكش بو تيدل لوش بوتش بول ويل سو شيء مالو هين واتوك سي حال سيخ دوال ساعات دول عشول ووك وجه وبيش دوش يشبوخ وقل مجوشينا ساق ووكاك سلام مالوه يش بوصل بات ترى بات بوخش بول دول اتوا باخشو إز حول شو شيء مردوي شي جروب ويوتك تامشين ويل ايش بريتسادت إذا لا بحكاية هو حاجة جروب باتسلا شيء شوه فرق تلفزيون حيوش شيء مش عش بكره لا بات يوت وان بالجه يرت غاسكيس يرت قاتشت يرت عين يرت الجوبوتشين شاش حال يتردوخي أك أربلقش أك كودي دو تسو شديل شدوي غال شو بحكني شون ده لام شو ليل إش باتر أك لام شو بحكينا إسلام شتوام تبيش إتان هوا خوشين أي هوشي ساهم بيغيل سلو شمس ديت مديت يوقع بأي هايز بيلن ده تو هوشي يربسو الوجيت يؤخل شو دوت سويت ده تو بيت بوتش بالبوباخ أي هايز بيل شدي هوشي شو غير صغير ثانية ما ده تلا باخ يو برا أروي شين سون بيت باخ كنت أباخ كنت قف يجي خد دقون خير الجماعة يبوسو الوجيبون تابش في قوره داكل هر نخ بويش خات سون اتلاخ يحتياش دوين بويش بول نخبات يحتاج تا دين هما يشوش إشت يتعام طولم خير بوش ياش إشتغير بومياتش إذا خن يشوك يقش إذا لا ولا شو تك هوت وان بيربو بلتون تا بير هوت وان بينابوش بول نخبونش ويليس ودوغافس نشي يتشليقش وتكينو الشع ما جايتر دجا لو فالكي بوشتات متر في شاء الله ششت كل اشتخلق تخلى شخيد بد موزيك واشتخل
قر خزد كودو وان بالت مس يا قهرات يا شو أقناخ بيول سريع وش حنك تو غيرش بوتي وش تحل يو نو سبروج دين ياش إهم شديل بول ناخ إدواش وتسون ديال يشخل توان بلا واتا رات ياش يتديلش بخش خد يتي هنداش مساك أخش درات يتا هنداش إلي يقيا كواشو زاد نو سبروج دين ياش يوتسو تسون رات يتا نو مساك أوتومات شو تبش نشو يعني لو ما يقوجي توان بلا وات نو يمشيت شي أخش درقتك وجي داكن هندار سبروج دين بيوت مالش والله مز دوايس رازو سبروجيني بالخرش اك ناخ بيله حاجه بريمير شو سبروج دا يخش اك سا بريمير يا لوك ساناني انا شي كانت دا يتراح شي جماعتي هونت اجي يوك ياتسون سوام دولي خير جماعتي دا يتراح دو بو كودو شي نيوك ويتيش سوام دا كيتيش بوك سنهم داي اش ناخ بيله رتر وت ايش دقو هيقول دوش سايه اسباه ابرزواني يشترد ابرزواني يشتاقوا ترساني elementar srednje obrazovanje niz knjigi je škol došla bater zapito točka doj toči miutur jatsui etsna hu nachen hu hihan birbu etsna ya din do ishnach bater ets amwa bil بالبركش ets ahdu hoshi qisak isur hun khaisa khaibosh wat edin ets amwa bil بالبركش wat etsna duqwa lil wash ايش upravljatjaš iš šuli lohuš na mabu etsan upravljatjaš beš bu her debilš ukanam šarha šuli do Już upravljati ješ buho, veli su. Idris ветеран войн, Мусульбаца, глава республики, yaşaya bir yaşta. Yaşta da Академик Моуш. İbrahim. yaşta da sen gladu ahtas selner sabrani vaqt. Et uçitro bah yaş ol bah. Şeyin yaşta sen yaşda çaş vene vurdoşdu. Представьте, ак вene nachtsen bu idešna bo čuma doč. Znači i kategor i proskvalen majat. I nach dešna boč. Duj, представьте, dešna boč mjalduk veniš bu tiš 500 mezgdala. Tiš 500 mal išti voncu čua. Absolutnie personal. Представьте, et qoman zjedjašnach, ca pajdaca bjaš zjedjašnach boč. Et tiš 500 metran, tiš 500. 500 marhelči nohči čua. Duj, dokum dali. تشرب لي там других отраслях на специалист бош. Ца пайден боч бол нах бат. Представьте, и военный зулме нах бу. И муалнаш и абсупер ца пайден боч. И комук кабиш байс. Представьте, вы кам мог дехер. Ты слышишь? Военный, антипушечный мясо. Selan ukçuak üç der kuetsa zudi yer deri her deri ukş. Hinse ize noch yok yam dat selan soelerte kudere izud yedu ashkhil yahtana yedu ashkhil no traditsi ma yahtana yeder yedu ashkhil no yewatsun atsenk yelerch der siser atsenk dik duy dati qida lil wadi zi tosh duy dati itabolna etsun atsenk telush ha wa khil bokhsh iqüş der tana hintes primer yalion sul boyshkhil leder nach Ukraine. Es halsa die cirkok chua. Es primer sialo kas und primer tsakhl sanach duish. Et nach tsabah primer sialo. Und der tsakan kletna tsanumant mono etsayak. Es haldo so tsa rasi techniko bchena. Tsa busen wa sa noch speit bochel tser et samhi qayn sayin bokhshul. Et taqohuma walicha. Üş tsahbu üş qoi Ukraine hu. Koyasum etras kshmir biatchdilin koyasum Ukraine yani. Şi lazini khasun tochna. Wash qolochun hu khilsa khasu. İş inah batna da hayş Ukraine habush. Ak et nochchit et yasum et Ukraine khili et Rusya tsah nochchit biakh yashush ak Ukraine ish bu ak dünya nochcha Ukraine habush nochchit yahdiyat et ibiyokhum Şveytsar yakıç yol erş şuna sunat yat akso So imawat bokhsh
سترديتي ما ياتي سو إما وات بوخ سنو الغيرتي ويش ها وحو ما أولخ ينا حو ما نوختي إيش ما بو نوختي ها إيش تخوت حنوختي ما دات إيش بيخو مش مايو غلط دوت مش مايو بوخ سنو الغيرتي ويش خلق دائما وات نوختي إيش ما بو دير يات نوختي ترديتي أش يات إيش وين نوختي ريز بول نوختي بات إتات أخ إيساد سدويل وجي إتات ديش بس سات ماستر الخلا أول ده يجي ما سيت بعود خير تروان يتوان بالشيء ما سيت بعود خير ترتك ات ديش بس هذا شيء كانت احسن هر شو يتشري وجي يتناخي شو تسوي لولخ ما بوش ميال بش اش ديس يتكم بوكسو لولخ تك ده حوسين شيء بيرش احسن سات وجي تابول شات دوش تا جين دالهم داتر نو وجي دك بقى مش بشومش دوش ديلا حق ناخت وجي ايش تولي لما دات كده دايما قيساك شو تولي المدات سم ناخ شيء بيرش داهي واش داهي واش اتناخ نوختي اتناخ بيخيش مايو اتناخ تتر دليرش إيش قول خوي بوش مداتي يتعمل يتيقون يقدو تاتي يقل قون خيتشينا وهون قون خل هو خاي هدو ملدو خاي تنسوم بات دلسه يتقول قون هو بوك تيقهوينه سيو قون شي دوات تخل كان قون خل هو غلق شدو خاي مشي دي زاد يشدوش خلي يشمو هو قون دوات تخل قون مواتي تعني هم بالغ لاوت شو تقوي إيش دوق تانو اللي يشلقهم ياندل ها إيش تخدات إلا درناخ تكون نابرة تكون بالي بولت خير تسبيخ يبوخ شدات بس بقى لدر مليون أوكرانيا يقطان اتناخ تيك بيخ يشوكوت إيش بوكو انت بيحتش لدر مليون ده حاجين يقتك يق أس إترش ياخم بقى شيء لزينونه وج وكل سخاون تخيوك ده حاجة ملك أوكرانيا داير بوك تخيوك يا حبيبي ملك تيات ولقص يهدات إيش بيخ يشوكوت خوك شو حيتسني غير تويت ها تكون ميكش داتا دمدو وين قاعد دو يسيلمش ديال واش دو يسيلمش ويسيلمش حل خاخل تامشينهم دوكار زدوات ما دويهم ديلا تسديش دولمش حونت يعش دوي ويخي اللي خلت باسبول ناه ليلواش باسبول ناه سيو من بالي اوكرانيا بوك نتكش بيقل كيز قو دوك بيش ما درديت سيو من بال بوكون ليه بوك يتاح كارتتش دوش دانا انا كارتتش كتي راح شايوش اش بوكش يستلش No, e do Ukraine pres e noch cheat an boy ashbat хенте идеологически чудельно как бы украинский фиршбу غاسق كيفيش ну غاسقم وين كيفيشبو как бы وين تبدأ ان ايضا باتش عن متاخويس باتش ده الخواتي شو تدا سюда украинча уж كيفيشبو يوخ наложниц шалить мег украинский цер трофей хая мег мародерн чиден işte идеологически Макдоделла вот это мораль шуй и границ шуй мораль уж полностью стюан смыттеню сундел чурчер брезгать до всегда вогатен эти إبرة Osman Pero tu ambiochen, peribit tuanos, pero tu ambiochen, madar ditson, tra yurt tata guater tu ambiash. Yurt tata guater tra. ما غايسون أقلزيج تعام خلش ويش ما ست سبراني نير تكون غدا حارش يرت لازم شون قيتشون هراخي لير جيرز إيتا أردو لير شدرتكو تكون جيرز إيتا غدا حارش سبرانين ما ست زي يزق يرت دوي أتقواتر تخو يرت وانبياش نقصون ويجين سبرانين بيرش قول له لازم جين تكون جيرز إيتا هما غدا حارش يرت وانبيات سبار غدا ينشتون ينخ أوكرانيا دابول ما ست بعت جورت خيرت فريد ساته تقوات سو بيرو دم تحت وانبياش ترى دم تح دوق بعتو أوكرانيا ما ست بعت جوان ويت وان باتش ويت راح بيوتش باتش أويت راح بيوتش أنت تقوات وانبياش فريد ساته المدر ديت ديش بدوهر هرش نوختي بوبو كاكو ايشو نوختي ليستخلش
Так, сейчас 73. ТГУ, это интересно. Ну, здесь. Давай совсем начнут волс, на ходу просто. Ага, игра на ходу. Ой, из Лапландии рождественский подарок что споешь, Дед Мороз. Там. Ну, кус лапушки я чмешь. Олейниш. Олейништя. Распиш, Дед Мороз бил, Вац. Санта Клаус, ракету, гирем. Совсем хайр был. Вообще голгола. То есть, да. Представьте, немцы шина из Гинеи. Я смотрю за их реакцией, короче, Уж хайр бойлиш, аудул будешь, даже их проняло, короче, распишем шей, как всегда, цанни, и заметить, дирдец бож. Один модерица для внутреннего потребления моей теории пропагандистские вообще. Таю, знаете, заметили, то что ларти бац-ба. По случаю, видите, Тесла. Рекламные рождественские ролики наши для телевизора, где Дед Мороз, типа за русский мир волш Дед Морозу, из ПВО, я С-300, 400, там сидит рядом с операторами, подарок сейчас начинает, и сигла волш Санта-Клаусин. Вот 40 лет туху, чует, так молодец, кто Дед Морозу, я сам очень, короче. Ишь, аудал ролики, Тесла. Не то, что из одной школушка, да, Берж, детский садчика, и Спайдермен, и герои школы заграничные, Санта-Клаус, запретить мобильность уже, да, свои шей герои школы, обязательно. Детский садик, я думаю. думаешь, там аудалом дорца, но это какой-то зер вообще, дач, сказочный персонаж, добро, который только делает, и Мауи, и Санта-Клаус. Но ты не видел, там у него в корзине ракеты были у Санта-Клауса? Ты видел это? Ты посмотри, подарки у него какие там были. У него в корзине были ракеты. Ша концепцию чёрсом, но ша Дед Мороз, это же как бы детишка приносит подарки. Подарки приносит. Это же само. Ну, и Сун тоже там, я не знаю, Сахалин Галактика еще понятно, самолет натовский. Не знаю, Байдена сбили бы в его президентском вертолете или еще кого. Но тут совершенно сказочный, невинный персонаж. Кстати, этот святой Николай, он же и, по-моему, и в православной церкви тоже есть. Это же не до раскола хил святой Мауи, по-моему. То есть шей РПЦ и на Мауи, если подумать, я не знаю, надо погуглить, но, по-моему, шейна и Мауи царь. Газ, кстати, смотрите, Ибрahim, ты слышал новость, что все, Европа теперь полностью не получает вообще ни кубометра газа. С 1 числа Да. перекрыли полностью. С 1 числа Европа полностью освободила. Нечто, что считалось невозможным просто. То есть Германия заявляла, что еще и Волшен, Шрёдер и Волшен, что типа там 20-30 лет от зависимости от газа только может Германия постепенно отказываться. Все это было ложью. Пророссийский АЦР распространять тешь враньем. Хинц полностью с этого газа ушли. Все. И словацкий премьер. Отказаться не элэр, или Россия уже не пускает, или Европа отказалась? Украина сообщила, что прекращает транзит. И транзит был в Австрию, в Словакию и в Венгрию. По-моему, и все, короче. И в Словакии, Венгрии, Рейсбоч, Биелшпу, а Австрия пока ничего не сказала, промолчала. И сама, по-моему, еще до этого отказалась, за пару недель до этого еще. И как бы украинские решения, юкая?
прекратить транзит газа через свою страну с 1 числа. Tesla, Беларусь его видите, пробовать. Хайон. Хайсайд, Сагасон. По-моему, вообще ничего нету уже. Полякша тоже, по-моему. Хочу уохезун СМ, запись уохерен. Тесла. И что сейчас? На внутреннего потребителя цены выросли? Да, точно компенсировать. Обычно газ, когда они мало газа продают, они своих как бы мучают. И газ доходишь, и горчох. Це вещь, чиновник Куба или Тагува, которого все ненавидят. Это такой представитель власти, которого все ненавидят. Меч хаурицари, газ, я не знаю, китайцы, наверное, по страшно дешевой цене, да, сгонять есть, но это тоже так легко это туда не переправишь. И Черное море, газовозчик, сам таскать, где шама будешь. Не, Тесла, они еще разработали хуи, как будто смешивать ешки газет, синцами жижать ешки. В сжатом виде они продают еще там свой газет. Печь газет, синцам смешивать ешки. Танкер Санба? Да. Пока еще это работает. Об этом я говорю, то есть и новороссийский порт, и украинцы могут прижать их совсем. Да. И если новороссийская, они царь вертолет сбить, эти вертолеты отстреливали, оказывается, эти украинские дроны более-менее удачно и не позволяли им полностью это Черное море контролировать там, и новороссийский юходах. А теперь украинцы поставили на эти дроны ракеты, самолетные ракеты сейчас, теплового наведения, там Р-73, целые линейки, их в Киеве делали их раньше при Союзе. Ушарит царь вертолет, чудает короче, повредить там аварийные посадки. Вертолет, погибло 16 этих военных. Пилоты, там стрелки, там с пулемета Ми-8 шрилаешь, видимо. И теперь вот все уже, вертолеты не смогут охотиться за дронами, а корабли не способны от них защититься. Почти что под 100 километров в час бьет, и дрон низкий, посадки, ты его заметишь слишком поздно, и даже если заметишь, если это целая волчья стая, несколько штук хули, десяток штук, то гарантированно большой корабль, фрегат, корвет, они гарантированно его потопят. То есть получается, вертолетчица дохомдат, корабльщица дохомдат, и вот этот флот, который таскает через Новороссийск газ, нефть, он уже, украинцы его могут гасануть. То есть страна без флота лишает страну с флотом, полностью ее нейтрализовывает. Плюс еще может не даст их гражданским. С потенциалом, конечно, можно еще попробовать, наверное, с самолетов за этими катерами гоняться, но это я не думаю, что много чего даст. Ну и самолет они на Керченском мосту отогнали, тоже он подлетал там, пытался он там что-то. Тоже они его там, все ракеты мои, вот им. Если симулировать вот этот, допустим, все, вертолеты, они не способны уже с катерами расправиться. Царь вертолет, Биттер, это вертолет вообще медленная цель очень. Для ракеты это очень медленная, скажем так, уязвимая цель. Если с самолетами, вот, не знаю, Су-30, Су-27, МиГ-29 и вот этими самолетами особо невозможно эти катеры гонять. Во-первых, и снизится, опять же, ракеты, снижаться не могут, то есть должны с высоты, не знаю, 3-4 километра пытаться попасть в эти 100 километров в час почти, что маленькие, вот ему уходится вообще.
У них должна быть какое-то специальное вооружение, какие-то лазерные бомбы, как у американцев, с лазерным наведением, или что-то там из этого арсенала. Сахель езахцир. Плюс еще самолет все же это, украинцы F-16 ждут, то есть они могут там вполне прикрывать свои эти катера километров со 100, с 80. И катер Юхова, царь сбить Виру. То есть, опять-таки, они рискуют самолетами. Не думаю, что они будут пытаться самолетами вот эти катера, короче, гонять. Тоже им это может лететь. То есть, я в положении в Черном море. Они сами это признают, что и Бог еще. Так вот, Сундель, за день 30-го объявить на первую дневную статью была за 2 дня числа. Хеш вазо. Мусульман мех это с 1 числа Барасом, да, за день объявить 30-го объявить это что, да, объявлять содержа. И с 1 числа мусульман мех это Россия. Газ пиши. Да. Да, это стремительно несчастье, что тебе население. Это неизбежность такой войны. Здесь уж выкачивать моим тому полностью. Аудал империи. Это просто ненормальная империя. В такой ситуации почти что под 1 миллион своих людей положить. И что рождаемость слабый, и русский народ спился, почти, скажем так, деградировал. И они еще его ускорили, не знаю, приблизили его конец еще на, не знаю, на 20 лет, на 30 лет минимум. Так что Россия, матушка, сейчас в очень тяжелом положении. Украинцы, кстати, мы про украинцев не говорим, но те и проблемы, Жекка. У украинцев есть проблемы. У них этот самовольное оставление части его большое именно в этой и Кураховский, и Покровский направлениях. И постоянно церковь Бог ждал от Бутусовса блогер Шбухтер береза и аж новый бригад Цахуш и вас мобилизовать Тагуй или контракт. Его направляйте в старые бригады. То есть сега утечку там из-за потерь, из-за комиссовать. А что новый, так чегуна опытный вещь. Вот так, если разбавить опытных неопытными бойцами, через короткое время они все станут опытными. То есть стандартные практики, опытный, не знаю, каменщик, шбац. Если тебя туда сунуть как новичка, то, естественно, через месяц-два ты станешь таким же хорошим каменщиком. То ищет практики цан дадьезер и бош. То есть бригад чуешь, наполнять те же этими. Из-за царьяша, вот это, не знаю, Зеленскому эта идея, или Сирскому идея, или кому-то еще там пришла в голову. Они эту идею критикуют, кстати, и Словакии критиковать. Я просто за что купил, то и подаю. Они новые бригады формируют полностью из этих. То есть из новичков. Забрали каких-то людей, там, или Францию, Англию, Байтон, Тигаама, Байтон, из них бригаду. И пока она придет там, они даже не в курсе, что там происходит. Аккуратно, багает мадези, или вожди, может, ирритация, или еще как главное. И царь, короче, и в этот момент туда-сюда в разных местах прорывших хули, уж акуси, шайн дрон, шайн и вот так, короче, благодаря вот этим делам захваты на Украине и почти до Покровска и Меттикши и Гумлилош. Очень много украинцев, вот
ушел в Франции тренировать Табахан Беш. Очень много там этих осталось, которые сбежали, убежище попросить. И захилла. То есть украинцев ими тоже, короче, не сахар положили. Но теперь, там теперь с людьми, если у украинцев не самое лучшее положение, с точки зрения военной техники, тут я они в плюс идут. Тогда как русские, с точки зрения людей, идут в минус, и с точки зрения техники идут еще больше минус. То есть если скоро у украинцев будут, не знаю, 200-300 пилотов и под 100 самолетов, причем западных, тогда как у русских это наоборот идет. Короче, технически они успевают. Если у этих будет скоро 1000 западных, там танков, БТРов, бронетранспортеров, то у вас они идут только в этом минус. То есть тебя производишь большую боятся. В долгую вот эта война на истощение, она и русским очень-очень проблемная. Хотя русские, конечно, очень много готовы терпеть, они очень власть шкирбац, весь боч, открытый недовольство, теряться. Но посмотрим. Кульминационный момент, где большие пушки решат эту проблему. شو تاسين فيديو على أصلا وأثر سوي يقن حير ما تخلص شو تصدق فيديو تيقن شو كدبشنا كوي تعمل لي ده دحل بوي تعشت همنش تعشيا فني ما تسنتي ما كويسنا تعرشت تيبر وش تان بوي تدا سودا شات فين تستخلر دلقل داخرم أتى فني ما دق بعدك تعيل كان هذا شو تنشوات دحل شتور يخبطهم سوزا شريعتور إذا اشتريت دحل ورد خد عايز بأستر ألسا نو تعدوش تلهم نشتوي تعديل خوالو أنتي خريستم إذا نيستم أتشو دلا تعديل خوال وبغري كجبشنك وبغري إز وريتا ديكم ده شو просто ярлыки раскидывать, да? И идея адвокат خلارخات عشت ناقل هم شتقيس ديش مدايت شريعات адвокат идея адвокат عشت نيست أتقصر Он невольный человек. Он невольный человек. Значит, ну что-то есть на него. Да, ласун, бадик дичь, вольно, невольно, тут уже сложно разобраться, но нормально, если нормально, там по-нормальному сейчас. Все, консулат, эльчан, дама доля, это когда бэшники, إبراهيم عن بلو ولا يخبر دي تردو وي واتي ناخن أتقوال لو تسمو شيء تقول شيء يكسرني غيرت من ولا يخلشي تخلشي بايس إما ده تقلان تو بيشبل بوه بوي وتنادى سوديت أبتم تو بيشبل قوم دو قوق دو ويقام دو تق إنس كمين تاريخ ياش مالي وقوم ناخ إيروس كما تغاس كما تخيحارش بيردا تاهما شينا خزلا أربوخ شدوي تو بيشبل بوه بو هدو حال بوه بيشوي هروي وجوي بوغيز خبر شدوي حنا كل شو ما نادى سوديت أربوتي دو قوق دي أشوكي
Сон ишь бойз handball бяшу вати я не смотрю. Что бяшло бог Не, ну, бог. что двигается, я понимаю его, он ислам, он где-то сидит на крючке у них. То ли темность у него там получается, по их воздействием. Он сидит на крючке. Вот она и Ну, пытается, а Аслан конечно, изначально, Аслан большую работу тоже там провел, информационно, просветительский, до какого-то этапа, дойти до этого. Масар такфир, там же он же тоже понимает это. Ты когда один раз сказал, что ты за государство, за Ичкерию, за независимость, за демократию, тем более он там как бы за евреев, да, заступается, за еврейское государство, за евреев в целом. Так полностью كيفير الله مواصلين وشو يرجع شوك شندت ونادинок этот враг Аллаха, брат евреев там туда-сюда против него вот это вот готовили все. Они как бы антитерроре бяхмавайте, что его дальше на него там накидывают, его Аллахом мастахуеш, кадеш, там просто как бы ол шел, фашига накидывать деш, сахуня динагу, дел мост типа что, дел лахуэл, састагу, сахуня сунам сахаза пармача, дел лахуэл ол штахаза сун. Я могу его процитировать, например, пармата, судыч так, цвин видение, и что, цвин взгляд, и что, например, хокку засейчер, сайоэ. Но та дочь, что лгум дует, а ты куш, это уже вообще ни в какие рамки не идет. Принцип ваххабистов, это принцип ваххабистов, кто не с нами, тот против нас. То есть шейц вот стагу из автоматически делах безбожника массухум. Это все их нет, это такие, это типа христиан уже, латох, буддист, религиш уже, тоже. Это все такие, для них все безбожники, по факту. ИГИЛ это показал. Тундела Аслан вот это использует ту же самую карту, короче. Все, кто не за ислам, нохчи, кстати, именно нохчи шхилбиеш, оказывается. Если нохчи не мусульмане, то автоматически и безбожнику уж. То есть кричан можно быть других богов верить, другого не безбожником быть. А вот нохчиш юг и царь средовать, теж средаю, который чеченец, который не мусульманин, он автоматически обвиняется во всех, в чем только можно. Безбожник, атеист, дебух, массухум. То есть обычно их он дует. А киви, шин, что христиан, что вы цадели, ешь, маны, может, чему что. А чеченцу это такой внутренний заговор вот этих сюли молка, среди которых среди нас живут. Это их повестка такая. Чтобы чеченца вот так прижать, чеченцев надо, чтобы вот это табуировано, чтобы они друг за другом следили, ислам создать среду, порочный круг, где любой чеченец, который что-то там из ислама арвал, все автоматически безбожнику. То есть это точно такая же ваххабистская повестка, если Аслан это говорит. Он озвучивает их вещи. И, скорее всего, Цунах отделится да, он и так прекрасно уже отделился давно. То есть его уже не обвиняют, что он там с антитеррором. Нет. Он сказал, и смысл от этого отмазаться. То есть там, скорее всего... Микрофон, Аэла. Там, скорее всего, другие причины, почему он не хочет, почему он его атаковал без причины. Ислам защищать. Зачем, для чего, не знаю. Может, хочет понравиться ваххабистам и привлечь их на сторону Идигова.
может и он зуб на чего-то там отомстить ему хочет или что-то другое. Цахимати вытягает. Севелам, эльбертиство. Цисар и нейтральные площадки Ерногварца, Дэнни Варц, Шивиан там, что он туда заходил сюда. Его также зажали, получается. Когда он площадке, вчера на него наезжали там. Я ездил, была ездил, да, я YouTube, то, что я там читал, там, на него уже наезжал. Нейтральный, он был нейтральный, реально, даже до того султана он был. Армас выключает, ешь микрофон. А то, что он забыл уже наезде, уже его там, наса койлен, наса я, выключать, не, да я ебо, что я, говорит он. А уже сегодня он уже зашел, говорит, все, да я там что нейтрально площадь, все, рука ваша, ума дальше. Оправдывался, приходил, и что кwas еще, он эти разговоры записывал, дешли больше. Это уже наехали, люди наезжают. Запугивают его там, запугали его там. Сейчас упоминать начали вот, и Германия, на него там поклепа начали писать. Не поклепа, а я что сумшляться. Причем я уверен, что и травли организовывают пеш буинт и вот этого бойскали. И уж ночи бачу. И бушни корей стена, и осюли молнищи, вот это вот компания, это чеченоговорящие вот это. Дальше уж будешь. Да, уж будешь следить за этим. То есть представьте, насколько они манипулируют на толпа от их вецак, и помните, Таваха Ухан в Дагестане, что Сайцаве на Бош и вари, муфти вари. Вот такой человек, да, у нас их много. Мерзавец. Да, вот нас их много. Вот такой человек, представьте, где-то сидя за кадром, там, на том конце вот этой паутины, и дергает, и их увечь букцу, короче, жалишься на этого дины, там, на пармата. То есть они создали такой механизм и используют его. И то же самое, кстати, тот же этот Арцуй, он тоже в этой же суходе, то есть его тоже от системы Цюли Моло запустить на системе, под него тоже я штуку, и короче, атаку и еще. То есть удовлетворяя вот этого Цюли Мола свое желание. Не напрямую, не общаясь, даже не зная о его существовании, что он там за кадром-то. Я всю эту систему создал, они создали. Но все равно церла амбук сочах бакш. Травлю это белые вороны. Я послушал полчаса назад Арстуева. Ну, там то, что там, от него отнекивается, абстрагируется, все пытаются это делать, как-то не так это. Так вот, удивительно. Ну, что-то мне вот это вот, я, возможно, неправильно понял, но он, видимо, нам придется включить его здесь, этот фрагмент. Он говорит, что вот антитеррор за демократию, без религии, и типа это не так, короче. Он наговаривает на меня, типа, там, или что-то там. Короче, из его разговора я понял, что он не хочет демократического государства. Тобусул бду, тобусул почалка, любовь. Типа такого я услышал. Но я слушал вскользь, там был занят делами, конечно. Может, послушаем и выясним этот момент все-таки, а то как плохой телефон. Будет что. А то получается плохой телефон какой-то, как это говорят, испорченный телефон. Я именно сейчас тот фрагмент включу, где уже он вот дальше уже говорит. А то, что абстрагируется, это уже не так интересно. Это все делают. Assalamu alaikum. Harca video jo internet čua
سوالات أنتي تيرور بوش وقتا أنتي خريست بوصلت نعم مسانا ليشاش ديلا ويل سنة وست عشان ديلا ويل شيء قاعد تدش مسانا إدوزي تريش دات واليل شا كجبشني برنامج داوش سنة وستو يا حرا سوني ويزن شخنا سون دين بيتش اشتغيره شواتز نوتسو خين دين ده هات سرسونيو خي حقيقي تشش راز ده اجينش برد هينس اقاري قمي او ديش تيتوش قصة ويلوي شتو إز برنامج تاني بوال بيشغل شيء فايز برنامج تاني وش تاق تو برنامج تاني دال شيء اش ويش وش سيتي فيديو قوي تريشن تاق تول ده ها ديتش نخ روك لوردوس هذه بودش لوش هذه أكلنا دو وش تكنا نوع إسحاق بيرو السلام عليكم إذا اليوم عندين أقشمو و عندين دوتش وش نسأل تطعم كل يوم شو مشيت أقشمو واخينا إلى عليش عشا دو قميلا إشكيري دين دوتشو إشكيري قولي بو إلى خير سجوا قولك خير إشكيري دين دوتشو وإذا دين دوتشو إشكيري تيجن توبصلنا دو دال مولا نو قاعدة دوتش خلمكيز تندي لا В общем, вот как фрагмент, дальше там уже другое. Как вы на это смотрите? Прокомментируй свои мысли. Дальбес. Худу бахцой, подставной бахцой, тету гергарнах, гумпичи, извиняться. Давай еще раз вот 10 секунд послушаем. إشكيري دين دوت واخينا إلى عليش عشا دو قميلا إشكيري دين دوتشو إشكيري قولي بو خير سجوا قولك خير إشكيري دين دوتشو وإذا دين دوتشو إشكيري تيجن توبصلنا دو دال مولا Ну вот этот предмет меня заинтересовал. Я не адвокат Пармата, но Ичкери Пулушмалати, вроде бы он просто занят борьбой с мракобесным культом. Mesela Ясан Арцу чикиски мразишен, то дюшчен, тиеш матиеш. Подожди, да, мы разбираем Эллика, то же самое. Вот он сказал, говорит, ибо, да, ца будто бьет ичкели, кол яч, да, сто. Типа, побусал бы, ду. Может, еще раз послушаем? Он год назад сидел за каяцами. Ihan lyssuu, vajonnaslyssuu, sjäks iskeri polju, din doitjo vos. Nspel tatam polju som sjäks. أقشمو واخينا إلى عليش عشا دو قميلا إشكيري دين دوتشو إشكيري قولي بو خير سجوا قولك خير إشكيري دين دوتشو وإذا دين دوتشو إشكيري تيجن توبصلنا دو دال مولا В смысле, теперь религия не отделена от государства или что, я не понял? Или будут сюда? Это создается такое мнение общественное, якобы такие противоборствующие стороны, якобы какие-то искренне неверующие, искренне верующие, и вот конфликт, политический подоплек речь, напомню, как дольше, что якобы чеченский народ от и до, от мала до велики озабочен этой верой, короче, дин не... Причем здесь дин? Причем здесь вообще... Нет, подожди, мы сейчас не об этом. Мы сейчас не об этом чуть-чуть. Стой. Ты же спрашиваешь... Вот он сейчас говорит. Обсуждение. Да,
Какие претензии у него к правительству Закаева? Вот это теперь непонятно. Это уже второй вопрос от тебя. Первый был другой вопрос. Да, Хадиса я бы перебил, Бехмобила. Просто непонятная ситуация просто. Не, ну как я вижу, такая вот инсценировка, как бы две противоборствующие стороны создаются, два мнения, один такой радикальный, другой такой общепринятый, такой религиозное мнение. Не, ну там еще, знаете, вот момент, да, когда оттуда пас подают, и Диндоч, Ичкери, Уларю Бахцер. То есть и Пармат, и родственники его заставили это сказать. Кто заставил? Те, кто, начиная с 90-х, конца годов, шейтнеш, диез шейтнеш, ладер, диез вайхунадин, шейтнеш, шаллак, дирду боша, на этой теме затащили ногчи под русский флаг. Таган Пармац в основном мачите шакую хэр, суфизмец вообще было бац. Пармат мочит вот это именно политисламскую сторону. Ну и по тем тоже попадает. Теперь эти, которые шейтны, что и менгителар, хал изо, бези, вахабисты, один международный исламский террористы, и хум ждуют, бэш, да, хуйтын, защитники ислама, как бы, ну, через его родственника они выговаривают. А ислам там в этой теме чисто ще отмазаться, но отмазаться не из доцу. Хай отмазаться, например, само гебники шехан сан хусахен антитеррорин, арматин. هنا نكهر يو نوغر أصلا هي تان جبني وكيو تام سودا نود تاكاكو ترى وشني كو إلش هرمات شيء توات إدعيال ترى وشني كو إلش تاكاك بتر دوت سوبت ديت بيش تايش ديت شنيس خير موات إذا هر شيء توات إلش هنوال ولا إذا تر دوت تقيت هتودش От vanaf die choat so is sha diktu atmaza tsadin hain so chun choat so dek du sha chun chomo wat is но султаю сахунадин КГБшник швош Советский Союз да дин дохал хилла оша иш дин дохал бу милlah динан дохал душу менги келер хала үш коштош боштол дин дүйцаш я мушрик шбүйцаш милlah беш бүйцаш خير هو خلا هوش ما سيري صبرت ما خلا خير فلاديمير فلاديميروفيتش قرآن حافظ شويش هوش شادش خير هو يتيس تمام إدرسا هنتي أصلا تورسو برتي عم واتي سون هالخزي هوشي ليش ورقش وري واتي قال أنتي ألسون هنتي تورسو أسبار بوصل دين ده تخشين نخشي شوية تأيش شاید وروات بارتو ایدوچ ولتا بالر من گوشت بوسو دین دوچ باخی اشتونا نقطه سیوشی خیلی حقنی هرشی بات هر او شیر بوسو بسخج نقطه مرشو سیوش بوسو دین داتا بخش هر مرشیل پچال قواخی بوسو دین دوچ مرشی پچال قواخی ایقامیلش دیشو هر ساگین و حاخو تلو سایل نقطه توی یاتچه اشتیات ایش یات بخش ساگین و حاخو شیه ردي ها قرشين برت بات دوتسك سا دو قير نقطة شو وقوة يوش بخشين بوصل بيت مرشوي خمسة يوش شات أول واحد حقوق بخشين بوصل دين دات نقطة مرشو إيش كاري بوج مرشو بوج ما دايو مرشو يوش بخن هقا أنت يوش خريزة وين يوش دلوقتي نيت يهدخش ما هقا قرشين يوش بخ وين يوش مرشو إيه مخ دلخ دوي هقا أنت يوش Hajla, čakceval консультация, ой, да, алга, чего что такое, бях мобилыш. Именно абогду и закидов, главное закидование, что кару основан отцу ученах и ГБшный, и голос на центр еще темеш. И тумсой отцу берта уваться на публику берта уваться за кулисами, шабеш цахал будешь момент, ахил эльня церк.
Так, هو وتنها انت تشوف конфликт главное закидония шук асламу дин доч бусол калга бусол поч дин доч почал калга чуем дат бош чуна акцент шук пару главный болбя шук арцуй бошик гбшный вы уч бат гбшный натурально ну я гач ворсу советую до конца да вопросу. Я бы не стал бы спешить с такими выводами, Аслан, нормальный парень. Просто он настолько хотел отмазаться, абстрагироваться от этого, что он просто далеко зашел. Да, настолько нормальный парень, что решил натуральный, стать опорой и двигателем. Да, настолько нормальный парень. Не, из-за иду инсаусиш, ну там у нас просто у кого-то догадки, у кого-то шум просто, я не допускаю, не знаю, но с кем-то спорить, впрягаться, все варианты, Он год Закаевщины. Сейчас Моравия, не, Закаевщина я тоже был, пока они в Шерх Алдахкалса. Хакер разбор чуй, хакер разбор чуй, хажла идигов исламские государства шариату. Тузиков исламские государства шариату, Закаев исламские государства шариату, Янгулбаевар ушбу, Джамбулай товар ушбу, Хали товар ушбу, Абу Хамзар ушбу. Не знаю, кого я пропустил, напомните. Еще Милу Сарлепкинар тоже, короче, шариат бу уже хажцы. Еще был шариатчик бу. ويتأحى كدير كشريعات ونام نوجن شريعات بوتين هو شينات وقرآن هاداش اشتلاحوتش تيش كتسوت ماجدك حديل نويتها فنخ اش قيسو كدو أبسنيت بيش فنخ نخشي حيرة تبواق شيزة تباش اش قيسو ده هدو اش قيسو كدو اشوي تيتا بيلغل ده قيش اشوي تقيت شون مسو شرق الإسلام государство хотя шо де бахтак воушах тарунады нагуй хар габашник хар хунады нагу вахаш карфуйти шухияты вообще хунады шайтны что и мушрик будет хунады ну и цунах тема и нохчикам халлакдин отраск байрак ела дан церкук ела дан вахашин хинс дальше туш ваш Хинс массу, короче, как бы собрать, как бы цан рабош, человек дин дохватный шуш, но при всем при этом ночью комнате я лаз ватса юсахар движение. Малlar после ночи еще бат актим более вистолодра. Пусть добавьте недавнее заявление муслима СС, который нудно полчаса говорил. Тугуба дал халха, тобди, новый. Он говорит, мы виноваты в всяких делах там. Нахлеч, что там этих. Вишта тобди, на гоушах, интертелевой. Но халкан халха, как интертелевой. Цундера, что кивек, шавеш, короче, кто участвовал в всяких делишках, преступлениях, должны извиниться перед народом. В том числе Удугов, он назвал его. Теперь на фоне этого заявления проходит 2-3 недели. Теперь вот эти вот движения. Может, еще какие-то движения произошли, которые мы не заметили. Потом еще вот это, теперь уже Бану Хашим, это, да, теперь Контафаджи. Вот теперь еще это. Теперь вот это все в один миксер засуньте и все. Тесла, вег, я не знаю, куча вег, например, шеф Хармат вег, اشتها ويز يلا يتها كروش دين لي يلو شو سجى تعلى ما دش شو سج حبيوخ وميوخ هنا دينك هلا كيز ضيعت اشتهم لي لنا ايش كنت تعمو هين زاج انت ريليجي اوز نتام نستاين شيش بيت استوي نو مو ايردون تاع
такой там, буэл мегердеш, вот. Сунам сагинахус, тандес, тауне наги алемас дуабюху мюхаде, ضيق يشو ميوحو حول خيرت عديل لختي يشو وعربو شوي شول ديل لختي يشو عبيو يروتش حويا يشول شات حقين لم تخافنا دينك تحجاد الشول تحيين ضيق يشوي صهنا سونا مسخز وكشي كي تأجرو شي يتعمل دين مليال دي وقزح قوي سوق خير إيمنا ويقوم انت خواتي مدوي وقوم انت عليه تشتك религиозно каждый использовать деш шайл идеологии шбилгалёш как бы има ду куза да дадуедук и просветительский болох там хакара именно хакар идеология школа хакар нах бай амагбо хакар украинска газоч дубая хакар هنا دناش суфиш мушрик шу алтузи хакар халсан ош ду турдат Инс цадирдин шолтеха, как раньше вам пощады не будет, наркоман, кахпадаг, короче, мелдаг лило шага, он лучше, чем мушрик, суфист, туда-сюда, бош. Лечь мы, наоборот, шуг мабай бош, что ситуация, юпаза, нах мабай, что уже бай, на кто орду бай, наш юрбах, курбах, чадак, мабай, что Тайкан боку задам diyor. Şaka yani. Перфоратор Аллаха, вас свобожник, масадуйте, демократы испарятся, Бог, да, когда мы придем, демократы Да, все равно испарятся. эшдüğü çok şeyin de çıkmasa da yaklaşık. Çakmavat şu eşdüğü çıktık ne bay gezi hunadın. İhum şeyin de çık da yaklaş. Tasa gwa şu olş. Sana kefirski gerop şvahın aşta şu iş padruski şu aş şu da. Eşdüğü ta şeyin diyek de çık yaklaş. Kalacağını maya çık. Хармат реально переводится Прометей? Реально? Да, да. А что это значит? Ну, как бы, почему такое название? Как имя, не могу объяснить даже. У чеченцев есть точно такой же миф о Пармате. Причем имя Прометей или Пармат по-чеченски на чеченском имеет этимологию. И тоже орел там, и тоже на Эльбрусе его, и тоже печень ему кушать. Ну, там есть разница, конечно. Династский эпос там еще связан. Но эта легенда есть у чеченцев тоже. Возможно, она из Кавказа попала. Это чеченское и есть, это Да. греки там своровали, получается. Не, своровали администрацию, ничего не воровали, они скорее Да, всего... поподробнее вот это, Тесла, попала поподробнее можешь грекам. развернуть эту историю? Ну что там развернуто? Это один из немногих сохранившихся там обломков фольклора чеченского. Есть нардский эпос Олш. Это такой довольно-таки значительный, объемный был, но поскольку после исламизации чеченцы почти полностью забыли нардский эпос, он сохранился у осетин, поскольку в этногенезе современных осетин есть и нардский субстрат тоже, то есть это генетика доказывает. Ну и еще и у адыгов тоже, у черкесов тоже сохранилось. Вот эта часть этого нардского эпоса, и вот там на рубеже 19-20 века его собрали, и что у чеченцев тогда еще много чего было, в смысле в том, что старики все еще вот помнили этот эпос, там как сказки рассказывали, старушки, бабки. И вот в этой, одни из фрагментов вот этого эпоса, это парма. Пар – это мастер или кузнец. Мат – это солнце, то есть это как бы типа прообраз Гефеста в чеченской мифологии, то есть некий божественный кузнец. И он дает людям огонь, и за то, что он дал людям огонь, его приковывает к горе Эльбрус, и там орел прилетает и поедает его печень, она восстанавливает, он снова прилетает. В общем, это почти такой же
миф, как и у греков. Ага, спасибо. А вот можешь объяснить еще вот такой вот момент, когда, допустим, человек заходит, там, старший по возрасту или равный тебе, ну, в каких случаях, ну, или даже если младший, да, заходит к тебе там в гости, ты должен вставать, как бы проявление уважения. Как ты к этому относишься? Не только в гости, а вообще, если в помещении или наоборот, из помещения, если ты находишься на улице, например, то, ну, младшим это не так. Да, если младший, например, младшему 50 лет, а тебе 70, то ты уже не ребенок, как бы, да, тебе тоже пристает 70-летний. Но это как бы, ну, респектирование друг друга. Вот это либо полное вставание, либо привставание. Давай немного бэкстори этого. Вообще это не только старшему, да, как и сказал Ибраим, это вообще, ну, когда тебе подходит человек, ты продолжаешь сидеть, это как-то неуважительно. Да, это красиво, я согласен. Я просто хочу понять, И откуда это надо. Да, и поскольку у чеченцев не было феодального института, то есть какие-то господа там, а была плоская иерархия, то есть каждый равен каждому, то в этой иерархии королевской или феодальной более высокий чин, он же сидит, там король сидит, остальные приходят, кланяются. То есть вот это сословное деление нету. Из-за этого, естественно, все как бы должны какие-то правила соблюдать, то есть уважать друг друга. Из-за этого, скорее всего, это исходит. У чеченцев даже вот был механизм, чтобы кто-то не стал слишком богатым и не приобрел власть над другими. То есть, если кто-то очень сильно разбогатеет, то его там специально такой обычай был, называемый бейтелуах, называется это. То есть его имущество, ну, в рамках разумного, конечно, делит между остальными тейповцами. Чтобы человек, понимая, что человек, который становится слишком богатым, он приобретает власть и может потом узурпатором сделаться, то есть этим самым феодалом. Без согласия, что ли? Естественно. Но и поскольку это обычай, скажем так, айдол, и то есть принятая у всех традиция, то человек, которого этому подвергает, видимо, ну, конечно, ему может это не нравилось, скорее всего, не нравилось. И среди женщин тоже есть вот это, да? Да. В смысле вставать? Да. Да, это как бы вопрос этикета, как бы. Этикет соблюдает все, то он этикет. Да, но это как у японцев, там они, ну у них просто чуть как бы по-другому это выражается. Да, кстати, это очень похоже именно на японцев. И я бы, наверное, и любой чеченец очень комфортно чувствовал бы себя в Японии. Поскольку вот это, если он, конечно же, свои чеченские обычаи там соблюдал, вот то же самое, это дистанцирование и супервежливость, да, супервежливость там, доходящая до этого. Потому что даже вот популярное мнение тоже в интернете встречается, то, что многие, даже когда из России туда прилетают, они очень удивляются их культуре воспитания, как они себя ведут, как они обращаются с друг другом, и что там, ну, не воруют, да, не делают какие-то вот такие легкие пакости. Для них это удивительно. Чеченцы в этом смысле сильно испорчены, потому что они уже 300 лет, ну 200 лет как минимум проживают рядом с большой Россией. Естественно, это не могло не сказаться на наши обычаи, они сильно поломаны и, скажем так, получили потери, скажем. То есть и вот даже вот эти обычаи суперэтикета, он как бы для своих, ну или для кавказцев. Некоторые пытаются его соблюдать другими, там, что, в общем-то, этот обычай, рылах, этот этикет, он не нацелен только много чего утрачено да, в связи не с тем, нацелен что только на своих.
Но если попытаешься его где-то в России, то, вероятно, тебя посчитают слабаком. То есть, что твою эту супервежливость будут воспринимать как Да, слабость. да. На этот японцы тоже, кстати, жалуются. Они, когда вот американцы там приходят какие-то Да, это есть. то есть, если человек тебе супер вежлив с тобой и аккуратен, то типа он тебя боится или там что-то такое. Короче. Из-за этого русские нас как бы отучили пытаться с ними вот эти вещи делать. Ну, а ты сам, допустим, лично бы мог бы такое проявить там к любому человеку, не обязательно, или ты только это делаешь к чеченцу? Я Это машинально часто Ибрат, происходит. я, скажем так, в возрасте школьника меня отец забрал в Россию, и я вот мгновенно меня наказали за то, что я пытался это сделать. Кто? В русской школе, да. Кто наказал? Ну, я в русской школе попытался чеченские обычаи рылаха соблюдать, когда я туда приехал, понимаешь? И сразу Это подумали, я понял, что... ты говоришь, наказали кто? Ну, наказали в том смысле, что я больше уже не пытался. Я подрался и понял, что эти люди они вне этой системы. Наказали в смысле в том, что не кто-то меня наказал, а показали, что нельзя вот это здесь делать. Здесь это не, скажем так, ничему хорошему не приведет. То есть там была система, как вот у советской армии, либо ты бьешь, либо тебя бьют. Какой-то равноправное вот это иерархическое чеченское рыцарский этикет, равный равному, там это ты автоматически не можешь его просто воплотить в жизнь. У них психология другая. Короче, они принимают за слабость, когда ты уважение. Да, и пытаются тебя, короче, Ну, это, использовать. скорее всего, во всем мире. Ну, типа, это не просто психологический момент человек И я поэтому говорю, что если бы я вот в этом возрасте попал бы в Японию, там никто мою вежливость восприняли бы как само собой разумеющееся. Да, скорее всего, да. А что еще есть интересного вот такого вот из как бы такого, как это назвать? Адабы, Ну, правильно? вот это вот все чеченская вот эта культура, айдал или адат, хотя адат это тоже арабское слово, оно чуждое. Еще более интересное, скажем так, интересное для мировой культуры или этнографии, скажем так. Дело в том, что когда... Я просто хотел объяснить гостю Тесла, что Объясни. вот это слово айдал, это чеченское слово, но оно более правильно, фемининное. Потому что жить и дал и умереть, и жить и умереть, как бы по вот этим принципам. И до конца придерживаться, да? Да, и вот это вот все, что сейчас идеологически нам заносится через русскоязычную литературу, через вот этих всяких мулов дагестанских, русскоязычных и так далее, вот это вот все идеологии, вот это все там, религиозная вот эта составляющая, она именно покушается и атакует именно вот все, что входит вот это в культуру чеченскую. То есть именно на это акцентировано это все. Вот это то, что мы сейчас говорим, встают, это полностью выхолащивает вот эта идеология, потому что она запрещает там вставать. Точно так же вот то, что сейчас дальше Тесла расскажет, можем тоже примеры привести. Бяхмабила Тесла, объясни. Ага, я его не про обычаи хотел рассказать, а что еще интересного чеченцы как бы культурно-исторически представляют. Самое интересное это чеченский язык. Он вообще недооценен, и его ни исследователь, ни историки, ни этнолог вообще пропустили просто такие, но очень интересный момент в этом.
поскольку чеченцы так бы, сильно консервативный народ, очень консервативный, там, трудно меняющий свою, как язык, обычаи, так и это. И так получилось, что вот этот район между Черным и Каспийским морем, он когда-то занимали, вот скажем так, проточеченцы. Назовем их протонахами, то есть разные. То есть здесь есть автохтонные племена, которые живут вот между этими морями. Это лезгины, черкесы или адыги, скажем так, адыгская группа, и нахи. Там еще есть поменьше еще группы, приходили, уходили. В основном вот эти три группы были. И, естественно, настоящие кавказские языки, это вот это нахский язык, там, северный адыгский язык. Но когда вот эти постоянно империи, особенно Персии, там сначала Ассирия, потом Персия, они постоянно пытались завоевать вот этот проход, потому что это стратегически такое важное место. Пройдя между этими двумя морями, ты можешь хлынуть туда на широкую степь и захватить там, не знаю, Украину современную, там, Европу вторгнуться, или туда направо, по Волге, или дальше. То есть это как бы и империи, естественно, и все империи пытаются расшириться, и они тысячелетиями пытались это делать. Вот реально тысячелетиями. И вот нахи, черкесы, адыги и лезгины, они противостояли вот этим попыткам, то есть местное автохтонное население в течение 1000 лет противостояло сначала Персидской империи, сначала Ассирийской, потом Персидской империи, потом арабскому халифату, потом османам. То есть и каждый раз они блокировали вот выход на это. Но при этом уменьшали свою численность, и каждая империя привозила своих как бы, колонистов, захватывала какую-то часть. То есть, несмотря на то, что они не могли полностью взять под контроль, но какую-то часть они всегда захватывали. И вот так появлялись вокруг нас, вокруг нахи как бы сукукоживались, и вокруг них появлялись новые, скажем так, народы, новые государства. Как наши соседи, например, Грузия или как это, Дагестан, вот это конгломерат потомков людей, которых переселили и с местными смешали, у кого удалось захватить империю. Ну, как Россия сейчас захватила Кавказ, вот, это не совсем так удачно, его удалось захватить Персии, например. Потом тюрки уже тоже контролировали большую часть. И каждый раз, естественно, они свой язык приносили, свою культуру, персизировали, тюркизировали, арабизировали. И вот появились вот эти народы, которые, скажем так, под имперским, поскольку империя довольно просвещенное современное государство с бумажным делопроизводством, там, с писателями, с учеными, соответствующие своему времени, конечно. И вот остатки вот этих персидских, арабских халифатов, Персидской империи, Тюркской, Османской империи, византийцев, вот эти остатки потом стали, скажем так, презентировать историю Кавказа, что полностью неправильно. И вот какие-нибудь там англичане, американцы, идя изучать историю Древнего Кавказа, которая вообще связана вот с этим междуречием, шумерами, хуритами, со всеми вот этими движениями, где зародилась просто-таки наша цивилизация. Они в качестве попыток расшифровать древние вот эти таблички, там, они брали вот эти появившиеся недавно, скажем так, новые народы. То есть, пытаясь грузинским языком это расшифровать, пытаясь армянским языком это расшифровать, пытаясь этим, и полностью игнорируя вот этот нахский субстрат. Полностью. Ну, потому что там, чеченцы просто во время войны полностью потеряли. Там идет 200-летняя война, идет война с этим хромым Тимуром, и они теряют. А если бы они взяли именно нахский язык, то ждало бы много очень интересных открытий. Потому что именно как бы автохтоновость они использовали для дешифровки. Вот так вот презентировалась история, скажем так, колонизированных, то есть уже они же теряют свой язык, там остается, конечно, что-то, но когда империя приходит, вот сейчас я прекрасно разговариваю на русском языке, вот то же самое и там вот случалось, приходила Персия, там прошло 500 лет, все уже
почти что отлично говорят на персидском. Пришли арабы, все уже, не знаю, через 200 лет говорят на арабском. Пришли тюрки, там уже половина Северного Кавказа на тюркском говорит. И изначально это было сделано неправильно. Вот сейчас, если все это исправить, скажем так, может, неправильное слово, и действительно использовать чеченский язык для дешифровки вот всей этой древней истории Кавказа, вот этого, что находится сейчас на территории Турции, вот это шумерское, вот это египетское даже, потому что Египет это все же тоже колония шумеров в каком-то смысле, потому что туда переселились. Вот мы даже вот люди, которые вот просто как хобби вот это рассматриваем, и то находим очень интересные совпадения, находки. Тот же упоминаемый здесь Пармат этим очень интенсивно занимается. Вот что может миру дать, скажем так, чеченская культура в этом смысле. Я просто хотел описать. Автохтонный народ, который много не изменился, консервативно сохранил очень древний язык. Ну очень-очень древний, всегда его реально, если его разбирать. Да, интересно. Ибраим, я сейчас один пример приведу. Ну, уже на протяжении 30 лет я здесь живу, в Украине. У нас офис, когда заходишь, уже по привычке персонал, все, кто работают, менеджеры, бухгалтера, ну, все совещания там, когда мы с директором заходим, наши сидят чеченцы, ребята, которые каждый свое направление работает по своей этой специфике. Мы когда заходим в большой зал, огромный стол, человек 20-30 сидит, уже даже вот все наши ребята, когда мы заходим, мы старшие, они сразу встают, и уже украинцы тоже, они тоже от нас переняли, и все наши знакомые, там где-нибудь встреча в кафе, там кофе попить, обсудить какие-то вопросы. Только мы заходим, уже автоматически они все встают, мы поздороваемся, садимся. Это, 20 с лишним лет. Никто им не говорил это, они сами, ты работаешь с Да, человеком. вы между собой друг другу встаете, потом им встаете, и они уже на автомате как бы Да, я вот это хотел переняли. сказать. Обмен культурами, как говорится, происходит. Да. Это хорошо или плохо? Это прекрасно. Это очень хорошо. Это взаимное уважение. Также мы уважаем культуру украинского народа, и также они уважают культуру чеченского народа. Это очень хорошо. Это взаимопонимание, коммуникация и так далее. Мы как семья одна, по работе и так далее, Да, друг я за имею в друга. виду, что, допустим, проявлять уважение к какому-то там или перенять, это же разные вещи. Да. Нет, это не переняли. Это просто они видят наглядно, как мы живем, какой у нас, какая культура. И они как бы тоже приемлют такое, им это нравится. Там нету никакого этого. Ничего плохого нету. А вы Принять. замечали, вот когда, допустим, русские ребята или кто-то, ребята из СНГ хотят как бы вести себя вот как кавказцы? Это выглядит довольно жалко на самом деле. Замечали вот сами такое? Но это совсем другая уже история. Я Не, я говорю за... понял. Ну, я вот вообще хочу Я сказать. видел Россию. Если это в кругу шпаны, то, что происходит, да, и та шпана, которая не соответствует этикету, там, скажем так, чеченскому, ингушскому, то там у этих какую-то, наоборот, негативную часть переняли, эти у тех, конечно, там ничего красивого, интересного не будет в этом. Спросить, откуда наш гость, который вопросы задает? Кто по национальности, если не секрет? Да, нет, секрета нету, я казах по национальности.
Еще у нас национальный вид спорта у нас есть такой в последнее время, он зародился в 90-х годах. Взять какую-нибудь идеологию, занести ее домой, потом, поняв, что она очень грязная, вынести во двор, повесить на турник и выпить всю дурь, а потом пользоваться и защищать ее. Перестроить под себя то, что соответствует именно своим представлениям и так далее, и потом насмерть ее защищать. Насчет, например, каких-то особенностей, да, там, культурных. Например, отношения невестки к родителям мужа или отношения мужа к родителям невестки. Там тоже целая система. Например... Да, это, кстати, интересно. Да, если вот с самой свадьбы, с самого свадебного процесса начинать, то... Там же, по-моему, жених не присутствует, да, или как бы? Да, Или жених. Ну, это стыдно ему вообще присутствовать на своей свадьбе. Как бы это сложно объяснить, да? Как это так? Жених и невеста, и жениха вдруг нету. Ну, есть же много моментов, да, там, например, какого-то африканца мы возьмем, он с этими листвой вот так обвернулся и куда-нибудь пришел посреди людей, я извиняюсь, сел, свое дело сделал, дальше пошел, как бы, и ты ему начинаешь объяснить, алло, вон там есть туалет, одежда, ты почему себя так ведешь? Он тоже не поймет, что это ему говорят. Тут все природа, все вокруг. Так и подобает, что это они за бурду там несут. То есть это уже так уклад как бы, да, жизненный, который в народе сформировался. И мужчина, если присутствует там в кругу гостей, тем более там перед своими родителями, как виновник этого торжества, ну, абсолютно ни в какие рамки это не идет. Уже начиная оттуда, и точно так же через вот эти религиозные идеологии, вот это сейчас пытаются вычленить. То есть особенность там чеченской национальной культуры, типа там по сунне, по исламу, 5-е, 10-е, вон даже есть видео. Например, у ингушей это еще строже. Вообще жених, муж, он вообще в течение своей жизни не показывается. В большинстве случаев там у ингушей принято, перед матерью и отцом невесты. Вот он на ней женился и как бы всю жизнь, да, с братьями, сестрами он общается, через людей какой-то контакт. В нужной ситуации он плечо готов подставить, там, что надо сделать, все это его обязанность. Но при всем при этом он не появляется вот так на глаза. А тут такой сценарий разыграли в Польше где-то, свадьба. И заводят невестку. И ингуш, отец, вернее, не невестку заводят, а выдали замуж. И туда прям завели жениха. Сидят за столом, и папа невесты, давай иди сюда, там, на нашем языке, на ингушском. Мы типа мусульмане, все нормально. Ты доволен привести вот мою дочку, как бы себе замуж взять? Тот бедный стоит вообще, чуть не взорвался. Это же ему чуждо все-таки. Понятно, что он тоже там радикальный и так далее. Но то, что всю жизнь не практиковали, первый раз там стать перед этим, там видно даже по нему, что ему это самому чуждо. Тем не менее, они какой-то вот такой хотят, сценарий такой предоставить, да, там, сюжет. Это на показ, снимая видео, вот так вот надо, там, туда-сюда. И вот такой вот тоже момент там был. Это абсолютно
вообще за все рамки полностью выходит. А За, можно там, вот такой вопрос? А если, допустим, как вообще тогда в чеченском обществе, если не брать ну, как бы исламскую религию, раньше тогда люди женились, как они могли контактировать, то есть, или это нормально было там вести какое-то общение? Не, Не, девушка Как с парнем, они-то контактируют, они общаются, они, например, раньше, да, когда до чуть-чуть, замужества девушка может общаться? конечно, общается, то есть раньше за водой ходили девушки, как правило, и тоже там особенности были одежды, потом кувшина, который за водой носится, да, там, если девушка, она не замужем, у нее свой кувшин, у замужней свой, то есть ты уже знаешь, что тебе куда нельзя ходить, куда можно, кому Ibrahim, можно подойти. А? Чу Да, ну Кайсаро. вот так, знакомились возле воды, а потом дальше общались, и уже сейчас, к сожалению, такого института, когда за водой ходят, такого нету, но тем не менее там где-то встречаются на улице или в гостях у кого-то, да, там кто-то организовывает там встречу, сидят, общаются, это нормально. Ну вот это через идеологию это полностью хотят выхолостить, опять-таки же, даже там эту женщину или эту девушку вообще видеть, короче, нельзя там, короче, полное, это Это там. тот момент, где знакомились, бяхма была. Это свадьба. Лоузер делали лоузер, где вот с одной стороны полукругом мужчины встают, с другой стороны женщины, девушки. И между ними тамада. И между ними находились женщины, которые парень подзывал и просил, как бы, потом номер телефона появился, а так просто предлагал, короче, встретиться, ну, увидеться. И вот они назначали время, там место определяли у родника, там, я не знаю, или там, ну, где люди, где вот, ну, где люди, чтобы их тоже видели, да. И они вот встречались вот так начиналось общение. И потом был еще такой институт Белхи, это когда все собирались, допустим, в селе, там, да, вот на какой-то улице какой-то человек, что-то ему надо, дом построить или навес сделать, или там урожай собрать. Вот люди помогали, и также там же молодежь собиралась, и мальчики, и девочки, и там они, ну, знакомились, общались, и вот так это все происходило. И это очень красиво происходило все и благородно. Кстати, вот это различие, да, там ингушская чуть-чуть и чеченская культура насчет того, что можно встречаться, вообще видеться с родителями жены. У чеченцев это наоборот, как бы не видеться с родителями, там их на какой-то праздник не поздравить или на какой, ну, будь это какое-то горе, там не сразу, короче, как штык, вот этот вот муж дочери, он должен быть на любом мероприятии, и как бы больше, чем даже сыновья из этой семьи, как бы на нем лежит огромная ответственность постоянно помогать, да, смотреть вот это. И наоборот, как бы, если к матери, к отцу, как бы с ними не контактировать и не проявлять вот в таком виде какое-то уважение, это наоборот постыдно. Вот там чуть-чуть разница. Ингушская, ну, в принципе, ингушский век, он тоже полностью ответственен, но только вот это именно контакт с родителями, он как бы ограничен. Вот такая там тоже есть особенность. Ибрahim, вы там один момент пропустили, когда девушка с парнем встречаются, они на расстоянии, и девушка приходит с подругой. Одна она не может с ним встретиться, и парень тоже приходит с другом, и они на расстоянии. Подруга и друг стоят чуть-чуть, там, не знаю, 5-6 метрах от них, а этот парень с девушкой, между ними как минимум 1,5-2 метра расстояния, и вот они общаются.
Да, история это как бы происходит все, потому что и так это и называется ира'a. То есть находиться там на ногах, если дословно как-то перевести. Вот это сам свидание, скажем, процесс, он называется ира'a. Да, может еще такой момент. Бехки нах ол, это, как сказать, родственники вот для детей, муж, женой, у них дети, и для детей уже этой семьи, родственники матери, они более, короче, как сказать, к ним больше, короче, уважения надо проявлять, нежели к родственникам отца, потому что они не из твоего, это род твоей матери, короче, как бы ты почитай, ну, это, я не знаю, как это тяжело перевести, тяжело объяснить, но есть такой вот момент у нас, это очень важный момент, я считаю. Я, короче, недавно смотрел один старый английский фильм, и там, короче, был бал, на балу танцевали, короче, и вот парни и девушки танцуют, и парню понравилась девушка, и он отправляет одну, там, чтобы она передала, там, чтобы на свидание, короче, похожая такая у нее была система. Двоюродный брат учился в Англии в 90-е годы, и родители к нему поехали, Оксфорд, по-моему, называется он. И тогда вот руководство встретило, он и еще один, там, 2-3 чеченца всего было, 2, по-моему, их было на тот момент. И они позвали его родителей и сказали, что их сын воспитан в старинных английских традициях. Ого. Аристократия английская, не просто там среднестатистический, да, англичанин, а именно вот это вот эти люди, которые представляют собой элиту Англии. Там еще особенности, когда невестка тоже соблюдает, ну, не называет по имени родителей мужа, братьев, сестер. Тоже как бы в знак уважения. А как она обращается? Ну, к родителям там мама, папа или на чеченском, да. Понял. К сестрам, братьям, ну, как бы дословно, если переводить, кант, то есть парень, или хаскант красивый парень, диккант хороший парень, вот так вот, как-то, если там несколько братьев. Или младший, да, или младший парень перевод. Ну, дословно это вот так, глупо как бы не звучит это. А вот именно на чеченском языке сразу понятно, что это брат именно мужа. Вот когда она жимкант, или хазгант, или диккант, или там вохкант, неважно, вот много братьев, сестер. Вот так. Или, допустим, дают какие-то... А правда, что вы своих отцов не говорите там отец или там папа, а говорите его имя? Нет, неправда. Отец это да, мать это да. Ну, у некоторых это есть, как бы называть по имени. Такое тоже немного щепетильная тема, потому что она разнится. Потому что там какая-то часть считает, что называть отца по имени это вообще неприемлемо. У других это как бы именно вот в этом плане я лично вот среди нашего общества видел разногласия, но лично я придерживаюсь того, что отца по имени называть это как бы постыдно для меня. Да, и еще есть такой момент, Ибраим, что, допустим, прозвища, да, скажем так, вот дают какие-то прозвища, да, друзья там как-то вот отца друзья, они как-то его могут прозвищу давать, и по этому прозвищу. И также может сын по прозвищу. Вот у меня друг был, он к своему отцу обращался именно по прозвищу. То есть, ну, его много кто знал, и поэтому он к нему вот так обращался.
Что еще, знаешь, мне нравится из вашей культуры, например, если человек какой-то проявил себя по жизни, да, то есть проявил какой-то достойный образ жизни, то это и перекладывается в дальнейшем на его сыновей, то есть какое-то более особое уважение там и к его брату, может быть, младшему там или старшему родному. Или это ошибка? Я что-то пропустил вопрос. Вот в Можно плане повторить? этого я тебе могу больше сказать. Даже когда что-то постыдное совершал именно чеченец, я видел момент, где вот его стыдили и говорили, даже если мы это делаем, но ты чеченец, ты не можешь так поступать, потому что ты чеченец, твои предки так не поступали. То есть даже соседние народы, они как бы относились с уважением, но это было раньше. Не, я имею в виду, что, допустим, вы как бы между собой, да, как нация, если один человек, допустим, проявил какой-то героический поступок, там, важный для вас, да, то имя его как бы уважение к нему перекладывается и в дальнейшем, даже если он умер, то его семья как бы почитается, его друзья, там, близкие, с кем он как бы был, ну, дети, может быть. Ну, говорят, соответствуй своему брату. Твой брат был мужчина, а ты что делаешь? Вот так, тому подобное. Есть такая чеченская поговорка: сын либо на 2 копейки превосходит своего отца, либо на 2 копейки хуже своего отца. Собок, и да. Пальцем, ну просто 2 пальца, это дословно не объяснить, а вот я по-другому постарался Собок, объяснить. иногда привилегии Собок. все вот эти получает Бог, что там, если там отец герой, допустим, а этот сын его привилегии получает, за ним остаются Бог. Это я не слышал такое, что там какие-то привилегии. Он должен соответствовать, или должен быть соответствовать отцу своему, допустим, или должен быть лучше его. А такое, чтобы там ему поклонялись, такого нету. Но ему всегда напоминает, чтобы он помнил, что его отца очень любили, уважали, достойный был мужчиной. И поэтому каждый сын старается быть похожим, походить на своего отца. И Не позорь своего отца, говорят. да, ну сразу не позор, это такое дело, а вообще, ну ты правильно понял, кто задавал вопрос. Да, да, оно не привилегия, а просто как бы на заметке эта семья, потому что в этой семье очень достойные мужи были. И есть такое обособленное уважение к этим людям, к этой семье, потому что там все они хорошие, порядочные, кривды никакой не делают. Я хочу сказать, что такое общество могло сформироваться быть только свободным и свободным в своем сознании. И поэтому равные среди равных. Только так можно сформировать и сделать именно вот такое общество. Интересно, да, вот как оно проявилось, то есть откуда это все взяло, кто это вот, кто это разъяснял, чтобы это все так было? Это, смотри, в Англии, говорят, первый парламент появился. До появления в Англии какого-то парламента у нас этот парламент уже был. Он назывался Мяхкель. Туда выборная система была как бы, ну тогда получается как бы тейповая была система. От тейпа выбирались. А сейчас мы как бы в разных, например, районах, разных селах, в разные тейпы. Сейчас просто та же самая выборная система, когда мы свободные были, выборная система от стольки-то дворов или стольки-то голов, там, допустим, сколько там, несколько сел, от этих нескольких сел, сколько там населения, от них выбирался один как бы
назовем это депутатом или представитель от этого народа, допустим. И в этом парламенте, назовем это парламент Ахкел, там выносилось решение, нанималось как бы кто будет исполнителем, получается, назначался как бы, ну, пример, как сейчас пример называют. И все работы, которые планировались, допустим, планировалось на год, на 2, на 3, там, на 4 года какие-то работы проводиться. Эти работами занималось это правительство. А их контролировал этот парламент. Оттуда с древности идет это дело. Там еще в Англии, еще они в лесах бегали. Ну, они откуда... Это же все надо было проверить еще временем. Это же не просто так, что ты... Ну, я не могу сейчас тебе правильно это Вот очень важный институт, вот в твоем вопросе, сейчас постараюсь ответить. Вот эта преемственность от отца к сыну, вот это знать своих предков, знать своего отца, деда, прадеда, его отца, его отца, его отца и так далее. Вот именно вот это и сформировало вот это общество. Потому что люди, они взаимодействовали с природой, они взаимодействовали с соседями. И в зависимости от ситуации и от последствий, да, своего взаимодействия люди делали выводы. Соответственно, если положительный опыт получался, они принимали это и делали дальше, продолжали. Если плохой опыт, если отрицательный опыт получался, то они это дело оставляли и делали по-другому. То есть, да, именно благодаря вот этой вот передаче от отца к сыну, от деда к внуку и так далее, вот именно вот это сформировало именно вот это общество. Короче, как фильтр, да? Так сказать, потому что у чеченцев очень важно знать, кто ты, откуда ты, чей ты, кем были твои предки и так далее. То есть это очень-очень важно, это, не знаю, это вообще самое важное, по-моему, для каждого чеченца, знать, кто он, чей он, откуда он и для чего он живет. Вот если почитать так называемых классиков российских, русских, они в Кавказских войнах, вот кто участвовал, все эти писатели, все эти Достоевские, там, я не знаю, Лермонтов, Пушкин, Толстой, они все описывают чеченское общество. Если ты не читал, можешь разные я труды. читал, я знаю, да, я знаю это, да, они очень хорошо это отзывались об этом. Я имею в виду, что не то, что хорошо, а они, как бы сказать, они не понимают, как вообще в принципе возможно быть, вот, что может быть вот такое свободное общество, где равные все. То есть они крепостные, у них эти слои есть, там дворяне, холопы, царь, бояре, маяре, там вот это вся вот это вот сословие. И они для их сознания вот они не могут понять и воспринять, почему, как это возможно, вот не быть рабом чьим-то, не присмыкаться перед кем-то. Вот в этом вся вот основная проблема. Они рабы потомственные, рабы в своем сознании. То есть его отец был рабом, он раб, его дед раб. Вот у них само сознание рабское.